В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Здравствуйте. Коротко о главном. Праздник весны и труда. Как в Кызыле встретили 1 мая. Взаимовыгодное сотрудничество, потенциал инвестиционных проектов Тувы оценила делегация из Китая. Отпуска для муниципальных служащих сократятся. Президент России подписал закон. А теперь об этих и других событиях более подробно. Праздник весны и труда в Туве отметили 1 мая. По традиции состоялось шествие трудящихся во всех муниципальных образованиях республики. В Кызыле в нем приняли участие более 1000 человек. Возглавляли колонну передовики самых разных сфер деятельности. Цветные шары, кричалки и неизменный лозунг праздника «Мир, труд, май». В праздничном шествии приняла участие наша съемочная группа. Оркестр дал старт для праздничного шествия. В нем приняли участие все организации республики, многие предприятия. Каждый коллектив пытался отличиться. У одних яркие футболки, у других плакаты. Одну из колонн возглавил даже огромный желтый телефон. Депутаты же Верховного Хурала вышли в национальной одежде. Тех, кто трудится на благо, процветания и добра, чтобы сильные и богатые наша Родина была. Ура! С праздником! Атмосфера праздника была везде. Возгласы «Ура!» следовали все шествие. Некоторые организации подготовили кричалки к этому знаменательному дню. Приветствуем службу по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации в Республике Тува! Ура! Радостно народ 1 мая встречает. Кто работал хорошо, также отдыхает. Это, во-первых, день солидарности всех трудящихся. Мы по роду своей службы, служба судебных приставов, защищаем права трудящихся. Но мы и сами трудящиеся. И мы вот сегодня готовы выразить то, что мы вместе, то, что мы будем бороться за права трудящихся до конца и их защищать. Вместе мир, труд, май, ура! Минимум это история. То есть мы всегда еще маленькие, когда были, ходили всегда с родителями. И праздник труда, ностальгия. Готовились к этому, веточки зелененькие украшали цветочками искусственными, навязывали шарики. Это самое главное, это труд. Для меня 1 мая это весна, это природа распускается, это появление новой жизни. 1 мая это весна. Ура! Шествие длиной в километр продолжалось до Дома правительства. Активно ликующих трудящихся на площади Арата встречали горожане. Кызылчан поздравили представители власти и общественных организаций. Даже в очень сложной экономической ситуации, благодаря инициативности, энергии и трудолюбию республике удается не просто сохранять то, чего она достигла, но и наращивать успех на ключевых направлениях. Искренне признателен всем, кто своим трудом делает родную Туву лучше, приближает ее к благополучию, говорилось в поздравлении председателя республики Шалбана Караула. Дорогие земляки, кызылчане и гости нашей любимой столицы, сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда. В нашем праздничном календаре есть много красных дней и знаменательных дат, когда мы чествуем людей отдельных профессий, когда мы приветствуем молодежь или людей пожилого возраста, женщин или мужчин. И только 1 мая собирает под свои праздничные знамена всех, кто славит мирный и созидательный труд, мастерство и профессионализм. Особые слова благодарности выступающие на митинге, посвященном 1 мая, посвятили ветеранам, сидевшим в первом ряду зрителей. Только что там сказали, что уборка территории города мы очень хорошо работали. Поэтому всех трудников я поздравляю с 1 маем весны и труда.
На площади Арата одновременно с парадом-шествием состоялся республиканский профессиональный фестиваль «Профи-2017». Мероприятие приурочено к Году молодежных инициатив в Туве. В фестивале приняли участие все профессиональные образовательные учреждения республики. Одним из ярких выставок работ отметили участников села Тейли Байтайгинского района. Их презентация изделий посвящена к столетию мастера Хертеку Тойбуха. И не прогадали. На этой выставке мы заняли первое место. Это заслуга наших обучающихся, наших мастеров и преподавателей. Омрачило немного праздничное настроение сильные порывы ветра. Многие участники шествия и фестиваля разбежались кто куда. Те, кто остались, смогли насладиться праздничным концертом. Диана Баембугусерис, Ховалык, телекомпания «Новый век». Туву посетила китайская делегация во главе чрезвычайного полномочного посла Китая в России. В ее составе были руководящие работники посольства КНР в России, руководство представительств Китайской железнодорожно-строительной корпорации, крупного промышленного банка и другие. В Республиканском доме правительства состоялось совещание, на котором гостям презентовали инвестиционный потенциал нашего региона. В июне прошлого года была утверждена программа создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия, где предусмотрена реализация 2 проектов транспортной инфраструктуры с привязкой к Республике Тыва. Это западный и северный железнодорожные коридоры. Подробнее расскажет Диана Баянбугус. В марте этого года в Пекине состоялись 3-сторонние консультации по вопросу реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай. Российская и монгольская сторона предложили приоритетный проект «Северный железнодорожный коридор» Курагина-Кызыл, Цаган-Толагой, Арцур, Овод, Эрденет, Салхит, Замын-Уде, Эрлянь, Уданчап, Чанцзякоу, Пекин, Тяньцинь. Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России сообщил, что главная цель визита республики – это изучение на месте предложений и проектов, а также их возможная реализация с помощью капиталовложений со стороны Китайской Народной Республики. Мы готовы на территории нашего посольства организовать, проводить презентацию о Республике Тыва. Тогда мы будем приглашать. Не могу сказать, что все, но большинство представителей огромных государственных компаний, которые постоянно аккредитованы в Москве, и представители огромных частных компаний, которые постоянно работают в Москве. С докладом о потенциале инвестиционных проектов Тувы перед китайской делегацией выступил вице-премьер Александр Брокерт. Отдельный акцент был сделан на потенциале угольного комплекса. Он оценен экспертами в объеме более 16 миллиардов тонн коксующихся каменных углей марки «Ж», необходимой в металлургии. Основная часть месторождений сосредоточена в Улухемском каменно-угольном бассейне. В презентации был представлен целый ряд крупных месторождений, которые в настоящий момент детально разведаны и готовы к промышленному освоению. Зрелые, хорошо обдуманные проекты. Это нас радует. Мы будем серьезно изучать и как согласоваться с вашей страной. 4-я цель у меня – это я бы хотел на месте посмотреть большой комбинат. Я вам скажу, что китайское руководство, китайское правительство уделяет огромное внимание на этот проект, придает большое значение на успешное развитие этого комбината. Это как первая ласточка, первый проект. Глава региона поделился, что в последние годы правительством Тувы приложены большие усилия для создания благоприятного инвестиционного климата. Как результат, в Туве инвестпроекты реализуют ведущие отечественные компании и ряд зарубежных инвесторов, в том числе из Китая и Швеции. Они имеют лицензии на разработку месторождений и создали крупные предприятия в Туве, вложив в производство более 43 миллиардов рублей. Мы для них установили налоговые льготы. Но при этом Лунсин со своей стороны, выигрывая какие-то средства, они еще вкладывают на социальные проекты.
Для решения обозначенных проблем и социально-экономического развития республики идет работа над продвижением проектов по созданию железнодорожного, автомобильного, авиационного и энергетического коридоров. Значимым достижением в деятельности главы Тувы стал перевод маршрута федеральной трассы М-54 в сторону Хандагайты. Кроме делового и экономического сотрудничества, стороны обговорили развитие взаимодействия в образовательной, культурной и туристической сфере. Диана Баямбугусерис-Ховалык, телекомпания «Новый век». Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным служащим. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, ежегодные дополнительно оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим за выслугу лет, сокращаются с максимально возможного числа в 15 до 10 дней. При этом закон предусматривает нововведение о том, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 3 календарных дня. Также муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить компенсацию за них. В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО. Теперь страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания, с которыми имеет соглашение. В одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП. Поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет натуральных выплат над денежными, вступили в силу 28 апреля, сообщает ТАСС. Возмещения по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будут осуществляться в виде ремонта автомобиля. При этом СТО должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего. Срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней, а за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет 6 месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы 12 месяцев. По закону автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако ее необходимо согласовать со страховой компанией. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 98 копеек, а евро 62 рубля 4 копейки. Сейчас реклама. Вернемся в эфир через пару минут. Не переключайтесь. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Акай диагональю 99 сантиметров всего за 14 990 рублей. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель. От эскиза до установки. Из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7 100. ПАО КБ «Восточный». Вы смотрите новости на канале «Новый век». Мы продолжаем. Впервые в Кызыле автономная некоммерческая организация «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» организует обучение по программе повышения квалификации нотариусов, их помощников и стажеров, а также работников нотариальных контор и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Каждый нотариус должен проходить курс 1 раз в 4 года. Программа не преследует цели предельно жесткой регламентации содержания тем обучения, поскольку в различных регионах России могут быть в разной степени значимы те либо иные вопросы нотариальной практики. Какие темы были рассмотрены на курсах у нас в городе, узнавала наша съемочная группа. Ежедневно в течение 7 дней нотариусы города и республики собираются в конференц-зале гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы». Собрание их не случайно, потому что впервые в этом году у них появилась возможность пройти курсы повышения квалификации у себя на родине, а не ехать за границы республики. Вопросов для обсуждения довольно много. Среди них изменения в законодательстве о нотариате, гражданской обороне, корпоративных отношениях, а также изучение электронной технологии о нотариальном делопроизводстве. Перед участниками курсов планируется выступление высококвалифицированных лекторов, представителей Федеральной нотариальной палаты, ученых, специалистов-практиков в сфере нотариата. По просьбе президента нашей нотариальной палаты Республики Тыва Даржу Эвы Кончировны Федеральная нотариальная палата Российской Федерации организовала курсы повышения квалификации нотариусов у нас в городе Кызыле. Сегодня к нам прибыли кандидаты юридических наук, это преподаватели Всероссийского государственного
Государственного университета юстиции. Также прибыл у нас сегодня начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, директор Центра научно-технического обеспечения нотариальной деятельности Смирнов Михаил Викторович. И также участвуют на наших курсах повышения квалификации нотариусы Московской городской нотариальной палаты. Пройти курсы мог любой желающий действующий нотариус. По их завершению все участники сдают итоговый тест. Если он будет сдан на достаточное количество баллов, то нотариус получит свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации. Проходит 7 дней, 72 часа. Это полноценный курс по повышению квалификации нотариусов. За этот период как раз все вопросы должны быть освещены, должны быть изучены нотариуса. Проводятся как раз круглые столы, лекции, в рамках которых нотариусы могут обсудить все актуальные вопросы, которые возникают в их практике, чтобы в дальнейшем уже не было затруднений в применении новелл законодательства. По итогу каждый нотариус получит сертификат, который будет подтверждать выполнение им вот этой обязанности, предусмотренной законом по повышению квалификации. Для нотариуса, безусловно, важно быть компетентным во всех вопросах, связанными с их трудом. Именно курсы повышения квалификации помогают справиться со всеми трудностями, с которыми обращаются к нотариусам граждане. Ника Катина, Лев Маркарян, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». В Центре дополнительного образования прошел отчетный концерт его воспитанников, в основу которого взяли идею сохранения нашей планеты по мотивам книги «Маленький принц» Экзюпери. Итоги своей работы за год показали все детские коллективы Центра. Это хореографические и вокальные ансамбли. Со сцены звучали стихи и играла гитара. А в заключение отчетного концерта выпускникам Центра дополнительного творчества вручили сертификаты об успешном окончании обучения. Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». В столице создана Кызылская городская общественная организация «Общество защиты животных Хатика». На сайте hatikakызыл.ру можно найти информацию о животных, которые ищут хозяев и которым нужна помощь. Цель фонда – помочь обрести дом как можно большему количеству бездомных животных. Продвижение гуманного подхода к регуляции численности бездомных животных, а также противодействие эвтаназии здоровых животных. Здесь же фотографии всех младших братьев, которые нуждаются в помощи, и размещается информация и отчеты о поступивших средствах и их расходовании. С 1 мая вступил в силу приказ МВД России, регламентирующий требования к сотрудникам госавтоинспекции, принимающим экзамены на водительские права. Об этом сообщается на сайте ведомства. Утвержденные приказом требования необходимы для качественного приема экзаменов. В ведомстве уверены, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам госавтоинспекции и полиции в целом. В Туве создан оргкомитет по подготовке и проведению в республике 6-й всероссийской акции «Добровольцы детям». Акция стартует с 15 мая и будет проходить до 15 сентября под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». Кроме Тувы, участие в ней подтвердили уже более 70 субъектов России. Цель акции – содействовать активному включению граждан, органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, средств массовой информации, в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей из числа социально уязвимых категорий населения. В Сибири введен режим ЧС из-за природных пожаров. Такое решение принято в пятницу вечером на экстренном заседании рабочей группы правительственной комиссии России под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова. Министр отметил, что федеральная авиационная группировка и аэромобильные отряды МЧС России находятся в постоянной готовности. В настоящее время идет усиление группировки в Иркутской области, в зоне особого внимания соседние регионы – Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Хакасия и Тува. Стали известны даты проведения последнего звонка и выпускных баллов в общеобразовательных учреждениях Тувы. Последний звонок во всех школах республики прозвучит 24 мая. Торжественные линейки для выпускников 9 классов, посвященные окончанию основной школы, состоятся 23 июня. А на следующий день, 24 июня, со школы попрощаются выпускники 11 классов. По данным Министерства образования Тувы, аттестаты получат всего 62 098 учащихся школ. Далее прогноз погоды на завтра.
Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, в студии Муза Черепанова. Узнаем прогноз от синоптиков чуть позже, сначала немного о нашем партнере. В этот пасмурный день так хочется ярких красок и приятных эмоций. С магазином «Мне розы» это возможно. Сегодня меня порадовали вот таким чудесным букетом из свежих роз. Если и вы хотите порадовать близкого человека, поздравить кого-то с днем рождения, а может у вас скоро торжественное событие, в магазинах «Мне розы» вы найдете великолепные композиции из свежих цветов. Мини-розы 40 рублей, розы российские 90 рублей, розы эквадорские 120 рублей, а также прекрасные хризантемы от 110 рублей. Магазины «Мне розы» находятся по адресам Ленина 58 и Кичиола 18. Доставка по городу бесплатна. Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Ну а теперь о погоде на ближайшие сутки. В Кызыле утром будет облачно, возможны осадки. За окном -1 градус. Днем будет пасмурно. Температура воздуха составит +2 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Вечером и ночью станет немного холоднее. Температура опустится до -1, -3 градусов. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. Ну а на этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Если что-то пропустили, ищите выпуск новостей на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Я говорю вам до свидания и передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Эфир продолжит программа «Патруль». Не переключайтесь.